Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа примет участие в Казань-форум. В Туркменистане 19 мая объявили нерабочим днем. Прием документов в вузы Синьцзяна открыт для туркменских граждан и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня, связанного с празднованием Дня Конституции и государственного флага Туркменистана с 18 на 19 мая. Указ предписывает всем ведомствам, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить его исполнение. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с рабочим визитом Республику Татарстан для участия в Международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Участие Туркменистана в данном мероприятии рассматривается в контексте расширения стратегического партнерства с Российской Федерацией и укрепления связей с исламским миром. В ходе визита в Казань национальный лидер туркменского народа проведет ряд встреч с руководством России и высокими представителями российского правительства. В Туркменистане прошла благотворительная акция для детей. Члены Совета старейшин благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова посетили детский оздоровительно-реабилитационный центр в городе Аркадак и столичный дворец Довлет-Лилер-Кёшки. От имени национального лидера туркменского народа и президента Туркменистана детям были переданы подарки – фрукты, ягоды и другие дары первого урожая этого года. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуня Гузель Гулманова приняла верительные грамоты у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Туркменистане Кестутиса Васкелявичуса. В ходе встречи спикер Меджлиса ознакомила посла с основными направлениями внешней политики Туркменистана, а также с успешно реализуемыми масштабными национальными программами и комплексными реформами, структурой Меджлиса и его многогранной работой. В рамках форума проходит международная выставка Russia Halal Expo 2025, где национальная экспозиция Туркменистана традиционно является одной из наиболее представительных. На ней демонстрируется широкий спектр товаров туркменских производителей, которые, по оценкам экспертов, соответствуют высоким мировым стандартам качества. Министерство образования Туркменистана объявило о начале приема документов для поступления в высшие учебные заведения Синьцзян Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики на 2025-2026 учебный год по программам высшего профессионального образования. Документы принимаются с 12 по 21 мая в Туркменском государственном университете имени Махтумкули. Итальянский художник Сальваторе Гарау совершил необычную сделку, продав на аукционе Art Right свою невидимую скульптуру «Йосоно» за $18 тысяч. Покупатель этого нематериального произведения искусства получил сертификат подлинности и особые рекомендации – экспонировать скульптуру в свободном пространстве размером 2 на 2 метра, без каких-либо препятствий. Гарау обосновал свою концепцию, опираясь на физические и философские принципы. Он утверждает, что даже вакуум не является абсолютной пустотой. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, пустое пространство наполнено энергией, способной трансформироваться в частицы, включая человеческие существа. На чемпионате мира по фудокан-карате среди детей в Польше туркменские спортсмены завоевали 21 медаль – 7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Турнир состоялся в польском городе Пулавы и собрал около 3000 спортсменов из 47 стран мира. Криштиану Роналду вновь подтвердил свой статус финансового лидера в мире спорта, заняв первую строчку рейтинга Forbes 5-й раз за последние 10 лет и 3-й год подряд. 40-летний капитан сборной Португалии и саудовского клуба Аль-Наср за последние 12 месяцев пополнил свой счет на $275 миллионов. Эта сумма включает как зарплату в клубе, так и многочисленные рекламные контракты. На второй позиции американский баскетболист Стефен Карри с доходом в $156 миллионов. Тройку лидеров замыкает британский боксер Тайсон Фьюри, заработавший $146 миллионов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.